Приветствуем зрителей телеканала ТНВ и хотим вас поздравить с Днем Трудящихся и пожелать тем, кто не работает, чтобы вы скорее начали работать. Никита! Всем привет! Мы снова, это наш лайв-подкаст. Мы обсуждаем новости за прошедшую неделю. Что было интересного, как правило, помимо коронавируса и прочих каких-то новостей не очень веселых. Меня зовут Никита Никитин, это Регина Ниндзя Ефарова, и мы начинаем. Всех с праздником, 1 мая сегодня, мы трудимся. Мы трудимся, вот. Мы трудимся, вы же видите. Не покладая рук, мы снова говорим о новостях. Итак, с плохих новостей. Я прочитала, в общем, такую новость о том, что, кстати, уважаемые зрители ТНВ, если у вас вдруг случилось такое, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Я прочитала о том, что в Америке заболели 2 кошечки коронавирусом. Ты представляешь? То есть до этого таких новостей не было. А тут... Ты знаешь кого-нибудь? Нет. У нас? Или еще где? Из кошек? Я из кошек вообще никого, в принципе, не знаю, кроме кота Леопольда. Еще я Гарфилда знаю. Но они, к счастью, не болеют. По крайней мере, в фильме. Наши зрители нас тоже поздравляют с праздником. Тебя, Спасибо кстати, большое. Тебя тоже с праздником. Да, тебя тоже. Ты картошку, кстати, поедешь копать? Ой, сажать. Конечно нет, нельзя. Почему? А что ты будешь осенью есть? Новость у нас, кстати, на ТНВ появилась о том, что проверили магазины, там все есть, я спокойна. Видели, да, как с темы слилась? Пишите в комментариях, кто со мной согласен. Насколько часто вы ходите в магазин во время самоизоляции? То есть, Кстати, 1 раз в 2 дня, 1 раз в день, 3 раза в день, там, я не знаю, 1 раз в неделю, или вы живете в тайге. Разные варианты. Кстати, жителям Татарстана разрешили заниматься спортом во время самоизоляции. Насколько мы знаем, с 5 до 7 утра. Ты уже ходил на пробежку? Я нет. Я бегаю, на кухню. Он не ходил. На кухню, в туалет я бегаю. Но это в течение всего дня. Кстати, мы об этом поговорим еще. Так, а ты занимаешься спортом? Вот тебе нужна эта цель? Я бы хотела выходить на пробежку. И я, кстати, об этом думала. Просто я брала несколько интервью у людей из разных стран. Они говорят, что у них разрешены и даже рекомендуются в Финляндии, например, в Америке, в Канаде выходить на улицу. Например, ты поссорился с кем-то дома и такой, иди, остудись. И такой, иди, не возвращайся. Кстати, скоро у людей будет соблазн выйти на улицу еще больше. И почему? Так, ну-ка. Потому что у нас под мостом Миллениум в Казани строят экстрим-парк. Ты видел это? Да, кстати, да. Да, я видел фотки. Достаточно очень технологичный парк. В плане, имеется в виду, там очень все современно. То есть молодежи, то есть не только кто занимается экстремальными видами спорта, будет чем там заняться. То есть там и спортивная площадка, насколько я знаю, Да, там будет. говорят, что для всех. Даже тем, кто спортом не занимается, могут туда прийти. Мы выйдем с самоизоляции, и, они как раз там будут достраивать этот парк, можно будет уже там... То есть соблазна еще пока нет, да, чтобы туда, я хочу там я не прокатиться на скейте. Допустим, у меня нету соблазна среди строителей кататься пока что. А у тебя? Ой, пока нету. У меня, я прочитала, мои знакомые столкнулись с такой ситуацией, что были праздники православные, праздник недавно, и нельзя было, то есть положено посещать кладбище, да, как мы знаем, и нельзя этого делать было в Татарстане. Прям на входе стоит полиция. Ты столкнулся с этим? У меня, к сожалению, то есть я сам с другого региона, то есть мне не было необходимости там куда-то выезжать, то есть я справил все это дома, то есть всех там поздравил там или, так сказать, вспомнил дома. То есть в этот момент... Ты как законопослушный гражданин. Да, я остался дома. Вот ты?
Ну, я на самом деле тоже не ходила, не ездила, но как бы вот мои знакомые, но вот правительство Татарстана тут же решило эту проблему, и с 6 мая жителям Татарстана можно будет посещать кладбище, так что кто хотел сходить, хорошо, что вы не ходили, не нарушали, теперь вот можете сходить скоро. Да, кстати, на майские Такая праздники... цель появится. На майские праздники прогнозируют плюс 24 градуса. Е-е-е, хорошая погода, да. Не знаю, плюс ли это, конечно. Ну да, тут уже очень большой соблазн у людей. Вы поедете, кстати, на шашлыки? Не езжайте, лучше устраивайте дома Zoom, Skype и WhatsApp вечеринки. А, кстати, у тебя были вечеринки по Zoom или по Skype? Нет, у меня была только работа по Zoom, Skype и WhatsApp. Надо сказать, это очень весело. Да, кстати, у вас были какие-нибудь вечеринки по скайпу или зуму или Да, WhatsApp? и пишите свои идеи, то есть для Zoom-вечеринок, и были они у вас, и какие они были, расскажите нам, это действительно интересно. Ну, было бы, кстати, мне кажется, прикольно устроить майские шашлыки по зуму. Ну, типа, вся камера в дыму, у всех вот окошечки вот этих твоих друзей в зуме, они все в дыму, уже не понимаешь ты с кем эта вечеринка. Это отличная идея. Вот у нас, например, наш зритель пишет, Илья, он пишет, что я сейчас на даче и жарю шашлыки. И что теперь? Не, ну в принципе на даче, если это своя дача, то есть это... Илья, насколько мы знаем, это не запрещено, да? Да, да. То есть вы жарите на природе у себя так дома. Так что приятного вам аппетита. Да. Так сказать, миском запаслись, на дачу уехали. Майские никто не отменял. Ну да, тут в плане, насколько далеко вы хотите уехать на майские праздники. То есть, да. Если это между регионами, то да, возможно, какой-то поток будет. А если к себе на дачу, то как бы я вот, допустим, не вижу в этом ничего такого, чтобы противоречило законодательству. А ты? Ну да, тем более люди так устали дома. Ой. Ну да, ну все равно, то есть периодически, я вот, допустим, периодически не заказываю продукты доставкой на дом, потому что хочу просто выйти на улицу, пока я за ними иду. То есть у тебя есть такое, что ты сидишь дома и ты пытаешься найти повод выйти на улицу? Конечно, то мусор вынести, то в магазин. Жалко, что у меня нет собаки. Тут, конечно, многие, я думаю, пожалели о том, что у них нету кого можно выгулить вечером. Ты, кстати, видела видео, где человек гуляет со своим ребенком. Нет. И собаку выгуливает. Да. И тут его спрашивают, типа, а как нам пройти туда-то? В аптеку спрашивают, да, как куда пройти. Как раз. И он палку, точнее поводок так натягивает, и собака на этой палке висит, то есть искусственная. То есть люди... Вот ты видишь, на что только люди не готовы. Да. И как бы все задаются вопросом, когда закончится все. То же самое даже кончается учеба. У меня опять-таки есть знакомые, которые в этом году заканчивают университет. И как ты думаешь, что им сказали? Ну-ка. Им сказали, что возможно у них будет защита диплома по онлайн, то есть по интернету. Уважаемые зрители ТЛБ, если у вас такая же история, расскажите, пожалуйста, об этом нам, потому что это... Ну, кстати, да, интересно. Сложно представить, как защита может онлайн проходить. Ну да, то есть, как правило, скажем так, негласное правило, когда ты приходишь на защиту диплома и, так сказать, негласно угощаешь преподавателей там водой, чаем, печеньками. По зуму, я не знаю, будут заказывать доставку преподавателям, там, знаешь, одна комната и такие перегородки будут для этой комиссии преподавателей, они такие сидят. Давайте выслушаем. И у них из-за того, что они в одном помещении находятся через перегородки, у них будет эхо слышно друг друга. И они такие, давайте послушаем выступающего. И выступающий такой, здравствуйте, значит. Снизу шорты, сверху там галстук, рубашка, и тут в какой-то момент он встает. Подождите, сейчас я закрою. И как бы все видят, в чем там дело. Нам тут пишут, Никита, про то, что мы про шашлыки, кстати, майские. Управление МЧС пишет: внимание, до 17 мая в Татарстане запрещено приготовление пищи на кострах и мангалах.
Так что извините, уважаемые зрители, поступила информация, так сказать. Так, смотрите, до 17 мая, это Главное управление МЧС по России, до 17 мая в Татарстане запрещено приготовление пищи на кострах и мангалах. Так, а электрогриль, Это отличный... а газовая плита? Я вам отвечаю, на любой запрет мы найдем 1000 решений. То есть, видели вот эти там, когда шашлыки делают на газовой плите, там, с теми же шампурами просто на сковородку положили. Электрошашлычница. О, кстати, отличный выход. Да, Да. на майские праздники. Вот, и кто-то там еще, Эдуард нам пишет, да снимите уже эти маски, Эдуард, ну как же снять такие ситуации? Ну как, Так, это ну, невозможно. Эдуард, Регина не снимет маску, потому что она ниндзя. Да, у меня образ. Да, я не сниму маску, потому что она уже приросла, я уже настолько долго ее ношу, что У меня вот эта часть лица белая, тут уже очень белая, потому что я хожу под солнцем в ней, у меня такая полоса образуется уже. Ну, это, кстати, новый Да. тренд. Загар лето 2020. Вот такой лоб, глаза, а тут все белое будет. Ты уверен, что будет лето? Что оно наступит Ну, кстати, с такими ситуациями? синоптики говорят, что будет якобы жаркое лето. Я не знаю, насколько... Ну, вообще сейчас тенденция, что... А что говорит коронавирус, Никит? Ну, коронавирус не говорит, он действует. Так что, ребята, давайте будем аккуратнее. Кстати, если хочешь узнать о коронавирусе, в Татарстане появился такой телефонный робот, ее зовут Лилия, Лилия, который консультирует о коронавирусе, да? ну, в Татарстане, если что-то новое называют Лилия, ну, как правило, это в честь чего? Ты как думаешь, в честь чего? Ага, это ты тоже об этом подумал? Это Я- пресс-секретарь нашего президента? Ну я про цветы подумал вообще-то. Да. Здравствуйте. О, а нам звонит Лилия, Никит. А почему у Лилии мужской голос? Ой, она из Таиланда? Так, а сегодня эфир Хорошо. будет чуть покороче. Лилия советует снять нам маски. И кажется, Лилия из Таиланда. Кажется, у нас... Эфир наш значительно сокращается. Когда нам написали управление МЧС по Татарстану, я немного напрягся. Сейчас нам позвонила Лилия, и у нее был мужской голос. Я гораздо больше напрягся сейчас. Так, если будет еще один звонок, мне кажется, это будет звонок уже о том, что пора заканчивать. Так, кстати, Никита, говоря вот об онлайн-платформах, ты, кстати, посещаешь музеи онлайн? ну, я пока не настолько старый, чтобы заходить на свою страницу в Одноклассниках, поэтому музей не посещаю. Это не в Одноклассниках, Никита. А. Сейчас все известные мировые музеи как бы устраивают онлайн показы, то есть ты можешь там виртуально Так, ну ходить, ты в каких всё музеях? разглядывать. Ты в каких музеях была? Давай. Я была в Третьяковке, ну это наши, да? Так, онлайн или вживую? Онлайн, ну вживую была тоже. И в чем разница? Онлайн и вживую? Ну а вот кто-то не был вживую. Никита и хочет посетить, и не может. А вот задумал на майские праздники, все. И тут он, наверное, такой, так, ну, я не хотел тогда платить за билет, и сейчас как бы не хочу, они подстроились под меня, все нормально. Да, возможность. А еще, кстати, Каннские и Венецианские фестивали покажут свои фильмы на Ютубе, то есть онлайн. Вы понимаете, да, то, что насколько все серьезно? Но сейчас вообще даже, не знаю, насколько будет ажиотаж этих фильмов, то есть сколько людей посмотрят фильмы, претенденты на... Какая там награда на Каннском фестивале? Каннский лев. На эту награду. То есть потому что сейчас, мне кажется, уже спустя такое время интернет просто переполнен контентом, и люди уже как бы смотрят не столько какой-то эксклюзив, а больше какой-то развлекательный, увлекательный контент. То есть сейчас больше развлекают именно
названиями, какими-то трэшами. То есть, там, я не знаю, нужно прям реально завлечь людей хорошим контентом. Поэтому, ну, не знаю, если фильм хороший, его обязательно посмотрят. Кстати, вот говоря о фестивалях кино, да, фестиваль мусульманского кино, который у нас в Казани проходит и как бы проходил в том году в апреле. Ты, кстати, была, по-моему, на нем, да? Я была на нем, конечно, на открытии и на закрытии, ходила на фильмы, было очень, как всегда, интересно, классно, много стран. А в этом году фестиваль, внимание, перенесли на сентябрь. Но надо сказать, что в прошлые годы, вообще из самого начала появления фестиваля, он всегда проходил в сентябре, так что я думаю, все в порядке. То есть в прошлом году, приходите. Единственный раз за время существования фестиваля, они сделали его в апреле, и такие в этом году сделаем еще раз в апреле, а нет, давайте опять так же в сентябре. Это был знак, что в апреле не проводите. Да, не проводите. Тельцы недовольны, что проводите в апреле все. Вот, Никит, мы сегодня пришли, кстати, на работу, да, но вообще мы работаем из дома. Да, мы работаем удаленно. Типа у нас самоизоляция и как бы все в порядке. Так, между нами, если что, 1,5 метра, это просто вам кажется из-за того, что вы далеко находитесь. А если приблизиться, оп, видите, 1,5 метра, это потому что я приближаюсь. Никита, смотри, нам Эдуард пишет, вот видите, даже Лилия меня поддержала насчет масок. Требуют снять маски, понимаешь? Эдуард, это случайно не вы, Лилия, были? Ладно, я шучу. Кстати, вот по поводу сидения дома, какие ошибки люди совершают на самоизоляции, вот, которые могут повредить их здоровью? Да, кстати, как вы вообще проводите время на самоизоляции? Вот, что ты делаешь такого, что, допустим, было травмоопасным для тебя? Никита, опять Лиля? Лиля? Нам звонит Эдуард. Наш зритель. Эдуард, если это вы, напишите в комментариях, если это вы. Он просит снять маску, Никита. Эдуард оппозиционер? Так, ладно, в конце мы снимем маски, да? Поэтому смотрите эфир до конца. Вот такой. Маркетологи от Бога просто. Так. Итак, какие ошибки, да, большинство людей. Кстати, пишите, чем вы занимаетесь на самоизоляции, да, люди, которые работают из дома, не знаю, не работают, просто сидят на самоизоляции. Да, я выписала для себя, например, на своем примере, да, слишком мало двигаюсь, это правда. То есть я, конечно, стараюсь заниматься йогой дома, то есть но все равно. Ты считаешь это травмоопасно? Слишком мало двигаться? Ну, это вредит здоровью, да. Ты очень много ешь и мало двигаешься, да. Как бегемот, да, получается? И ешь, самое главное, ешь все подряд и мало полезного. То есть там никаких овощей, фруктов. То, что захотелось, так сказать, и... Ешь все подряд. Это насколько у тебя хорошо с продуктами дома, что ты ешь все подряд? Если я буду есть все подряд, то это типа, так, крошки, так, пока все. И вода еще. Никита, ты же работаешь. Ну ладно. Что с твоим бюджетом? Я прибедняюсь, еще Ролтон там был. Так, смотри, давай, что еще такого травмоопасного можно делать дома, вредящего здоровью? Смотри, я, допустим, что еще? Занятия спортом. Я сомневаюсь, что у вас в квартире дома прям целый зал для того, чтобы безопасно заниматься спортом. Знаешь, такой, захотел потягать гантельки, хоп, раздвинул руки и, нету телевизора у тебя. Ты, допустим, что еще делаешь? Травмоопасного такого. Насчет травмоопасного не знаю, но очень вредное для своего позвоночника и для шеи я делаю. Например, у меня был офис на диване, так скажем. Потом я поняла, что это очень плохо, пересела, на стул. То есть не врастайте в диван, мой вам совет. Самое трудное, мне кажется... Нужно стараться сидеть, все-таки соблюдать какую-то осанку, держать. Мне нравится, знаешь, какая мысль, что человек, который продавал диваны, и на самоизоляции, в принципе, у него ничего не поменялось. Он сидит на диване на работе, продает диван, и дома пришел такой, привычная атмосфера, снова сажусь на диван.
Нет, ну может быть, но это редко уж. Так, давай, что еще такого можно для здоровья? Редко проветривать. Вот часто ты открываешь окно дома, нужно проветривать комнаты. То есть на улицу выйти возможности нет, нужно проветривать помещение. Да, вы проветриваете помещение? Да, Ну, пишите, пожалуйста. Насколько часто вы проветриваете помещение? Потому что, возможно, люди начинают сходить с ума на самоизоляции. Вот, кстати, наши подписчики, наши зрители, извиняюсь, пишут о том, что съемки для ТикТока тоже травмоопасны. Съемки для ТикТока травмоопасны, да. Да. Я, кстати, так уж, чисто для развлечения зашел в ТикТок, завел страницу, И теперь снял 3 видео, и теперь я... Тебя не остановить? Все? Да, все. Как бы у меня планы на вечер, это там не заняться самообразованием, а снять видео для ТикТока. Никит, позволяешь себе лишний бокал на самоизоляции? Бокал чего? Так, все мы понимаем... Это я про зум-вечеринки, продолжая тему о зум-вечеринках. Так, ну-ка давай, что ты подразумеваешь под бокалом? Судя по всему, позволяет. Кстати, по поводу, если вы позволяете себе бокальчик красного сухого вина, от него хочется еще больше есть. А мы и так сказать, привязаны к холодильнику, так что угомонитесь. Я, кстати, знаешь, что понял? Когда ты поел все, попил все, самое вкусное – это вода. Я не пил ничего вкуснее воды после того, как поел все. Я считаю, что, в принципе, на воде можно жить, если есть все. Когда ты уже объелся, да уж, наверное. Да, на воде можно жить, но эта фраза не полная, потому что в конце добавляется, когда ты поел все в мире. Понятно. Сколько ты килограмм набрала за самоизоляцию? Ой, честно скажу, могу честно сказать, я набрала 3600. 3600 килограмм? Да. 3600 килограмм, да? Мне кажется, что да. По поводу ошибок еще. Так, То, что вы не позволяете себе лениться. Вот, например, это касается тех, кто работает дома. Работайте без перерыва. Так нельзя тоже. Это тоже вредно считается. В смысле, нужно работать без перерыва или работать с перерывами? Работать с перерывами. Блин, это еще... Позволять себе лениться. Это еще тяжелее. Потому что вы делаете во время перерыва? Заходите в телефон и смотрите YouTube, а там все, там каждый ролик минимум на 10 минут. А потом еще дальше рекомендация идет. Так, давай, что еще у нас такого произошло? Будем потихоньку подводить итоги, заканчивать наш подкаст. Еще что такого произошло? На самом деле, мы начали с печальной новости про животных, да? Кстати, нам никто ничего не писал, видимо, у всех здоровые животные, мы очень рады этому. Да, как у вас там коты, собаки на самоизоляции? Я прочитала... У тебя как? У тебя есть домашние животные? У меня есть домашний животный, у меня есть кот, но с ним все в порядке, слава богу. Все в порядке, он живет отдельно. Да, я его переселила на время. Вернется, как говорится, к концу мая, когда все... Ага. Я прочитала печальную новость, если ты хочешь еще о чем-то таком. Вот. Давай. Прочитала печальную новость о том, что в Нью-Йорке врач, девушка, она работала врачом, они принимали, конечно же, заболевших коронавирусом, то есть она сама им переболела, и психологически ей стало настолько тяжело, в общем, она покончила с собой, и это очень печально. Она была врачом, то есть она как могла боролась, и в какой-то момент она просто не выдержала. Это вот я прочитала, и меня очень потрясла эта история, если честно. Вот. Ты слышал что-то об этом? Вообще слышал? Вот, на самом деле у всех вот это вот психологическое давление у тех, кто сидит дома, происходит. То есть, люди, которые в этом вот напрямую участвуют, для них это, конечно, тоже, они же тоже, несмотря на то, что они врачи, они тоже люди. Ну, то есть, вот такая история. Это то, что я прочитала. Да, врачам сейчас тяжело, я согласен, что им, во-первых, нужно сказать спасибо. Большое спасибо врачам, которые работают каждый день. Возможно, не выдержала психика из-за того, что большое количество людей заражается.
Владимир Владимирович, конечно, сказал, что до 11 мая мы якобы отдыхаем. Ты веришь, что это будет так? Ну, я не знаю, честно говоря. Мне кажется, постепенно будем выходить, но прям 11-го, прям 12-го все люди на улице, мне кажется, не будет такого. Ты что думаешь? Я думаю, что да, не закончится ничего. То есть 12-го все не откроется, и люди не выйдут из дома, и то есть не начнут предприятия, да, какие-то работать, которые закрыты резко так 12 числа. Учитывая, что, к сожалению, у нас в Татарстане, в Казани график от самоизоляции не понижается, то есть не становится больше людей, которые сидят дома, то есть меньше людей, которые сидят дома, а становится больше тех, кто выходит на улицу, и это же ненормально. Я, конечно, призываю всех помогать, как можно бороться с этой мне кажется, вирусом. Пока что не нужно расслабляться, то есть соблюдать все меры предосторожности, и все будет хорошо. Вот наши как раз-таки подписчики пишут о том, что истории про медиков пробирают до слез их тоже. Вот так вот. Да, ребят, мы обязательно справимся со всем, просто нужно терпение, время и сознательность. То есть все необходимые меры безопасности. Согласна. Так, ну что, будем заканчивать? Да. Спасибо всем большое, зрителям телеканала ТНВ, что были с нами. Спасибо за то, что писали. Спасибо за обратную связь. Ей, спасибо, Лилия. Всем спасибо. Мы должны снять маски. Да, мы должны снять маски и